В минувшие выходные в Башкортостане сразу в нескольких районах произошли пожары, где пострадали дома с многодетными семьями. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Евгений Рыжиков, государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Евгений Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы с вами еще до эфира, собственно, и все по новостям увидели о том, что произошли пожары, где пострадали, условно скажем так, многодетные семьи. Мы точно знаем, что в Иглинском районе произошло несчастье, где сгорел дом. Мы знаем, что в Шаранском районе пострадала семья. И вот и сейчас до эфира вы мне сказали, что еще несчастье случилось в Стерлибашевском районе. Все верно. В минувшие выходные произошли эти пожары. Рассмотрим, наверное, два. Это Иглинский район и Стерлибашевский район. В Иглинском районе произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома. Там проживала семья многодетная. Причиной пожара послужило короткое замыкание. Автономный пожарный извещатель в жилом помещении был оборудован. И благодаря правильным и своевременным действиям родителей, которые были обучены мерам пожарной безопасности, удалось избежать травматизма и гибели детей и взрослых. Мать просто их своевременно одела и на улицу своевременно вывела. Потом вызвали пожарную охрану, приехали, уже приступили к тушению. Вот если замешкаться, то можно и ожоги получить, и отравление продуктами горения можно получить, и даже погибнуть. Причем было какое-то семейное мероприятие, да, вот именно в Иглинском районе, во время которого и случился пожар, и пострадавших на самом деле могло быть в разы больше. Хорошо, что этого не произошло. Евгений Вячеславович, а если говорить о других пожарах, которые произошли вот в Шаранском районе и в Стерлибашевском? В принципе, они все очень похожи. Причины везде одинаковые. Это короткое замыкание в электрических сетях. Вот. Какая обстановка? Ничего нового. Все то же самое. Ну вот мы действительно об этом каждый раз говорим, о том, что одна из самых распространенных причин возгорания – это неисправная электропроводка. Хрестоматийная уже, мне кажется, причина. Вот что делать для того, чтобы исключить? Давайте проговорим еще раз. Необходимо понимать, что у электрических сетей и у электрических приборов есть свой срок службы. К примеру, если внутренние электрические сети смонтированы алюминиевыми проводами, то срок службы 15 лет. Если медные электрические провода, значит срок службы 25 лет. Если эти сроки истекли, то эту проводку необходимо менять. Кроме этого, в жилых домах сейчас у нас очень много потребителей. Если раньше, 15-25 лет назад, потребителей было немного, телевизор, холодильник и все на это, то сейчас потребителей очень много. И холодильники, и морозильные камеры, водонагреватели и так далее и тому подобное. Нагрузка на электрические сети увеличивается. И устаревшая изоляция просто-напросто не справляется со своей функцией. Происходит короткое замыкание, она воспламеняется, потом воспламеняются горючие предметы, горючие строительные конструкции, и происходит пожар. Если вдруг проводка старая, ее необходимо менять. Кроме этого, на электрических сетях необходимо устанавливать автоматические предохранители. Их сейчас очень большое количество. Есть умные с системой УЗО, есть простые, просто предохранители. Соответственно, на осветительные сети мы ставим предохранители номиналом не больше 15 ампер. На силовые сети, то есть на розеточные, куда мы розетки в вилки втыкаем, там необходимо устанавливать автоматический предохранитель номиналом не более 25 ампер. Вот. Необходимо тоже понимать, что намного дешевле заменить внутреннюю электрическую сеть, установить эти автоматические предохранители, уходя из дома, повыключать все из розетки, кроме холодильника, и потом прийти в не сгоревший дом. Либо мы не будем соблюдать эти правила пожарной безопасности, у нас произойдет пожар, нам необходимо будет делать ремонт в этой квартире и монтировать те же самые сети. Но кроме этого, сумма ущерба-то будет большой. Вот. Какова в целом статистика на сегодняшний день по пожарам? Я так понимаю, что у нас есть, к сожалению, рост, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Да, это действительно так. На сегодняшний день у нас произошло 250 пожаров, что на 21 случай больше, чем в прошлом году, либо на 9%. При пожарах погибло 11 человек. Тут значительный рост наблюдается, потому что в прошлом году произошло только 6 пожаров с гибелью людей. И травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Дети не погибли, у нас все хорошо в этом направлении. Евгений Вячеславович, вот мы с вами сказали, что одна из самых распространенных причин – это неисправная проводка. А какие еще есть такие вот причины, вы бы назвали, из-за которых случаются пожары? У нас сейчас на улице зима, отрицательные температуры, обещают даже сильные отрицательные температуры, морозы. Вот. И, естественно, все будут топиться усиленно. Топятся у нас либо электричеством, либо газом, либо дровами, да, либо печами. Ну, про электричество мы, в принципе, уже все обсудили. Если у нас в доме смонтирована теплоемкая печь, самая обыкновенная, которая топится на дровах, ну, там необходимо было выполнить подготовительные мероприятия осенние. Если они не выполнены, то сейчас не поздно. Осмотрели печь. Если в печи есть где-то трещины, взяли ведро с глиной, развели, замазали, побелили, и вот оно уже безопасность. Перед притопочным листом, то есть там, где дрова в печку кладутся, на полу, на деревянном, должен быть установлен металлический лист размерами 50 на 70 сантиметров. Это определено правилами пожарной безопасности. Для чего это делается? Если уголек из зольника выпадает, и он падает на деревянные конструкции, если там дрова лежат, то может произойти пожар. Если вдруг уголек падает на металлический лист, он просто-напросто тухнет. Вот этот лист, он обязательно должен быть. Далее, в чердачном помещении, там, где мы не видим вот этот дымоход до крыши и выше крыши, он должен быть побелен. Прям вот взять побелку и побелить ее. Для чего это делается? Для того, чтобы раз в неделю, раз в месяц, ну, не определена периодичность, но сам хозяин должен определиться. Заглянуть в чердак, если побелка белая, значит все в порядке. Если побелка где-то почернела, значит в кладке есть трещина. Через эту кладку выходят высоко нагретые продукты горения, которые могут привести к пожару, там загорятся стропила, обрешетка, утеплитель или еще что-то. Увидели почернение белилки, значит берем глину, мажем, белим и в дальнейшем эксплуатируем уже безопасно. Кроме этого, значит, в процессе топки не допускается перекаливать печь, то есть не перегревать ее. Как это делается? Положили дрова в топку, разожгли, пока они не прогорели до углей. Следующую партию дров не закладываем. То есть печь будет постепенно прогреваться и потом постепенно отдавать тепло. Если мы подряд будем толкать туда дрова, она перегреется и произойдет пожар. При розжиге печи запрещается использовать горючие жидкости и легко воспламеняющие жидкости. Там, бензин, керосин, дизельное топливо и все такое вот применять не нужно. Есть береста, есть бумага. Взяли, разожгли, все безопасно. В процессе топки хозяин, ну не хозяин, а житель, должен находиться дома и следить за этой печью. Вот у старого поколения, у бабушек, у дедушек, это неотъемлемые правила. Они не пойдут в магазин, они не пойдут куда-то там на улицу, во двор, пока дома топится печь. Сейчас современные там люди и молодежь про эти правила либо не знают, либо забывают, либо просто их игнорируют. И это приводит к пожарам. То есть печь топится, находимся дома. Запрещено правилами пожарной безопасности поручать топку печей детям. Но нельзя этого делать, потому что непредсказуемо, что произойдет, и дети могут просто по неосторожности допустить этот пожар. Вот. Если вдруг у нас в доме установлено газовое отопление, то газовый котел должен обязательно пройти техническое обслуживание специализированной организации газовиками 1 раз в год. В том помещении, где установлен газовый котел, должна быть вентиляция, но и газовый котел не запустит, если там этой вентиляции нет. Это требование обязательно. То есть оно там монтируется. И вот в процессе эксплуатации это вентиляционное отверстие должно всегда работать. То есть не надо заклеивать обоями, не надо затыкивать его тряпками,
Не надо ставить мебель так, чтобы это вентиляционное отверстие было закрыто. Есть вентиляционное отверстие, пусть работает. И кроме этого еще рекомендуем устанавливать газовые анализаторы. Они имеются в продаже и тоже приносят пользу. Ну и о дымовых извещателях мы тоже уже не раз говорили, о том, что они спасают жизни людям, и поэтому они вот безоговорочно тоже должны быть установлены. Евгений Вячеславович, еще один вопрос. У нас время нашего эфира подходит к концу. Вот если вдруг случился пожар, какие правила поведения? Вот вы в начале нашего интервью сказали, что в Иглинском районе взрослые себя повели адекватно, быстро соорганизовались. Сначала вывели всех из дома, а потом уже вызвали пожарных. Вот как нужно действовать, если вдруг все-таки пожар случился? Про извещатель немножечко остановлюсь тоже. Извещатель рекомендуется установить во всех жилых домах. На сегодняшний день у нас в республике 76% жилых домов и квартир оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. Они реально приносят пользу. У нас с 2016 года ведется реестр спасенных и спасено более 1200 человек. Из них 477 детей. Вот. Если этот извещатель в доме установлен и он работоспособен, то о пожаре на первоначальном этапе вы узнаете. Он запищит. Громкий поразительный звук такой, даже во сне человек проснется. Соответственно, увидели возгорание. Если у вас есть возможность его потушить водой, накрыв одеялом и так далее, применяем первичные средства пожаротушения, тушим. Если видим, что нет возможности потушить, ну, к примеру, потолок горит, да, мы не можем дотянуться, нам надо стремянку или еще что-то такое, то берем документы, всех оповещаем находящихся в этом жилом доме и эвакуируемся на свежий воздух. Потом, соответственно, вызываем пожарную охрану. И еще при выходе из помещения необходимо плотно закрыть дверь для того, чтобы ограничить подачу кислорода. Чем меньше кислорода, тем труднее огню распространяться, тем меньше будет материальный ущерб. Вот. Вышли на улицу, вызвали пожарную охрану, дожидаемся, приедут, потушат. Ну и одна из главных, наверное, рекомендаций: ни в коем случае в алкогольном опьянении не курить на диване. Совершенно верно, потому что это наиболее частая причина возникновения пожаров с гибелью людей. Если мы употребляем, то выходим на улицу, спокойно курим, окурок кладем в пепельницу, в ведро, в урну, заходим в дом, ложимся спать. Дома в состоянии алкогольного опьянения курение запрещено. Евгений Вячеславович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз напомнили о тех правилах поведения, которые спасают жизни, о том, как мы можем обезопасить себя, своих близких и наше жилье. Спасибо огромное. Спасибо. Берегите себя и свое имущество. На наши вопросы ответил Евгений Рыжиков. Это государственный инспектор Республики Башкортостан по пожарному надзору. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.